Всем доброго дня, всем здравствуйте, вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона, а значит дайджест, все самое интересное из мира казахстанского и мирового триатлона за неделю. Смотрим. Начнем с новостей, которые касаются в первую очередь, конечно же, наших атлетов, наших спортсменов, наш казахстанский триатлон. Долгожданные старты, которые мы ожидали, вот они, собственно говоря, с нашими членами национальной сборной и начались. Так, в Непале прошел чемпионат Южной Азии по триатлону. Ну и нужно сказать, что прошел для нас он очень и очень хорошо. В частности, в женской категории Екатерина Шабулина стала чемпионкой на спринтерской дистанции, а Надежда Бекмагамбетова сумела забежать на третью ступеньку пьедестала почета. Между ними расположилась японка. Очень удачный старт, я думаю, для девушек. И, в принципе, наверное, к этому все и готовилось, и подводились. Не зря же наши атлеты практически больше 2 недель готовились на примерно такой же высоте. Ну и как ответил главный тренер нашей сборной Максим Крят, гонка прошла успешно. На этом старте атлеты без исключения справились с поставленной задачей. Ни один из спортсменов не допустил каких-либо грубых ошибок. Надежда Бекмагамбетова грамотно воспользовалась оплошностью конкурентки из Японии и заняла 3-е место, как мы и прогнозировали. Екатерина Шабулина выполнила все тренерские установки, выплыла в числе лидеров, контролировала гонку на велоэтапе, с первых километров забега создала себе комфортные условия и выиграла. У ребят молодежной сборной Данила Зубцова и Алихана Абусита это был первой гонкой высокого уровня. Проанализировав старт-лист, мы ожидали от них места с 5 по 10. Так и получилось. Кирилл Фрожков был на лидирующей позиции, но на 8-м километре велоэтапа случился прокол. Ему пришлось завершить гонку досрочно. Такие неудачи случаются на больших стартах, и от них никто не застрахован. Так прокомментировал Максим Крят участие наших соотечественников в Непале. Нужно сказать, что действительно и Данил Зубцов, и Алихан Абуситов заняли 7 и 8 места соответственно, ну а Кирилл Рожков претендовал вот после первой транзитной зоны на пьедестал почета, как знать, может быть и на самую верхнюю строчку, но прокол на 8-м километре вмешался кардинально в эту часть. Что касается самой победительница, Екатерина Шабулина отметила и поблагодарила весь состав сборной, всех подруг по команде и всех, кто работал на протяжении вот этого промежуточного времени, да, межсезонье, кто закладывал фундамент. Также отдельно поблагодарила всю Казахстанскую Федерацию Триатлона, всю команду и, конечно же, отдельная слова благодарности Назарбаев университета, который стал такой площадкой в межсезонье для подготовительной работы в ходе этого сезона, в ходе этих стартов. Вот такие приятные новости, вот они, первые медали и чемпионские награды наших триатлетов на мировой арене. Продолжая тему наших соотечественников и продолжая тему выступления наших сборников, нужно сказать, что в эти дни, в этот уикенд проходил этап Кубка Европы. Ну или как его называли, да, чемпионат Средиземноморья. Проходило это все в Испании. Но и у элиты 2 человека принимали участие. Аян Бисенбаев и Тимирлан Темиров вышли на старт. Нужно сказать, что погода вмешалась, был отменен плавательный этап и, соответственно, триатлон превратился в дуатлон. Ну и вот триумфатор чемпионата Азии на дуатлоне Аян Бисенбаев в итоге показал 20-й результат. Тимирлан Темиров закончил гонку на 44-й позиции. Но нужно сказать, что заявочный лист и старт-лист стал просто таким хорошим показателем. И я думаю, в такой компании оказаться на 20-й позиции, наверное, очень-очень неплохо. Победителем стал француз Дориан Коникс. 2-е место осталось за британцем Итертом Баркли. И 3-е место Ричард Том. Вот такой пьедестал почета получился в Испании. Также нужно отметить, что в андерах в категории до 21 года Максим Шмулич принимал участие от нашей страны. Он закончил гонку на 31-й позиции. Но будем надеяться, что дальше только выше и ближе к пьедесталу почета. И места, конечно же, желательно на тумбочке. Тем не менее, ребят, поздравляем с гонкой, поздравляем с тем, что они вышли на старт и закончили ее. А там уже тренерский штаб, я думаю, проведет свою работу, да, и какие-то моменты подскажет нашим атлетам.
совсем немного времени остается до первого этапа Кубка Тимир-Адам, да, напомню, пройдет он в Туркестане. Ну и нужно сказать, что вот кто постоянно заглядывает на наш сайт, да, или на сайт timiradam.com, то наверняка уже успели увидеть обновление и успели увидеть то, что немножко поменялось название самого этапа. Теперь есть у этого этапа титульный спонсор и официально называется первый этап Кубка Тимир-Адам Gas Energy Тимир-Адам Cup Туркестан. Ну вот такие партнеры появляются у наших этапов, у наших кубков, у наших стартов. Я думаю, этому можно только порадоваться. Так что есть еще слоты, что называется, на наших этапах, для кого спонсоры могут своим именем, да, и своей компанией, своим брендом назвать. Я думаю, это очень и очень интересно. Также нужно отметить, что Gas Energy при большой поддержке Nomad Tree Club организовывает этот старт, так что они тоже заинтересованы в том, чтобы вот старт получился массовым. Ну что, 24 апреля Туркестан, Pro и Age Group будут стартовать. Триатлон на спринтерской дистанции, 750 метров плавания, 20 велоэтапа километров, и завершать все это будет 5 километров беговой программы. Ну и еще в рамках пройдет, конечно же, Тимир-Адам Челлендж, 10 километров беговой программы. Так что, если вам уже больше 18 лет, милости просим в Туркестан, тем более, что я думаю, если вы там не бывали, то побывать самое время, и повод отлично подбирается. Как ни крути, а священное место и духом наполнен очень таким классным Туркестан, так что самое время побывать, посоревноваться и потом еще и все это вот в такой атмосфере отметить и провести выходные под конец апреля. Ждем, приглашаем на старт, осталось совсем немного мест, так что самое время подать заявку, оплатить слот, и мы вас ждем на старте Gas Energy Тимир-Адам Cup Туркестан. Давайте к новостям международным. Ну и очень много мы говорили в предыдущих выпусках. Arena Games, да, которая сотрудничает с Международной федерацией триатлона. Ну и вот совсем немножко осталось до первого старта. Мюнхен 9 апреля будет эта первая гонка The Swift. Так что я думаю, следить за ней получится, может быть, не у всех, но если вот кто смотрит и в частности следил с самого начала, то нужно сказать, что очень любопытный формат, очень интересная гонка. Нужно сказать, что городов не так много, да, но и помимо Мюнхена, конечно же, Лондон, и все это будет заканчиваться 7 мая в Сингапуре. Так что 7 мая уже узнаем имя нового чемпиона, вообще первого чемпиона, да, вот в таких гонках. Ну и нужно сказать, что поделился своим мнением бельгиец Мартин Ван Риель, который является сейчас одним из фаворитов данной программы и данной гонки. И он сказал, что это особый вид гонок и, честно говоря, возможно, одна из самых тяжелых вещей, которые я когда-либо собираюсь делать. Сам бельгиец Ван Риель отметил, что очень интересные и непростые тренажеры. Если есть возможность хоть у кого-то попробовать на них преодолеть дистанцию, то самое время. Это очень тяжело. Это непросто, но это новый вызов для меня, и я постараюсь сделать все на максимум возможности. Вот так вот поделился бельгиец своими ощущениями, которые уже находятся в Мюнхене, которые готовятся к старту. И, ну, я надеюсь, что не зря его называют фаворитом этой гонки. Так что следим, 9 апреля, Мюнхен. Я думаю, что, возможно, даже первый этап, как бонус, да, будет показан бесплатно на Триатлон Лайв. Так что ждем новостей, по крайней мере, в ожидании их. Гонки Xterra в Европе будут проходить в новом формате, и нужно сказать, что новый формат зависит от локации. Где будет проходить гонка, таков будет и формат. Вот так вот сообщили организаторы. Отметили они о том, что плавание будет 2 километра, но велоэтап будет составлять от 60 до 80 километров по бездорожью. Плюс 20-22 километра беговой программы, бегового сегмента также по пересеченной местности. Очень любопытный формат, который вот так вот потихоньку набирает обороты. Я думаю, что если у кого-то, может быть, не получается на шоссе, да, а есть предрасположенность к маунтинбайку, то вот, пожалуйста, Xterra, гонки для вас. Мне кажется, очень любопытная практика и очень интересная, особенно если любите его гонки с набором высоты, причем очень хорошим набором высоты.
Все это делается, сообщают организаторы, для того, чтобы совместить удовольствие и производительность и стать настоящим испытанием на выносливость для спортсменов. Xterra разрешит использовать гравийные и горных велосипедов, а также предложит розыгрыш слотов на участие в чемпионате мира Xterra 2022 года, который пройдет в Италии в городе Трентино. Первая гонка на данной дистанции запланирована 30 июня во Франции. Так что тоже следим, если есть желание у вас вот так посоревноваться в Xterra. Милостью просим, 30 июня Франция ждет. Люси Чарльз Баркли сообщила на своих официальных социальных сетях и также в своем YouTube-канале небольшом сообщила о том, что для нее первая половина, возможно, большая часть сезона 2022 года, к сожалению, пройдет без нее и пройдет в процессе восстановления. Получила она повреждение бедра, причем достаточно серьезное. Сама с большим сожалением рассказывала и делилась с этой новостью и говорит о том, что большие были планы, большие амбиции были на этот сезон, тем более, что совсем скоро, да, чемпионат мира по Ironman, который пройдет в штате Юта, так что вот туда она, конечно же, готовилась, там она должна была быть одним из главных фаворитов, все-таки как-никак действующий чемпион на половинке, но вот говорит, что, к сожалению, травма не позволит ей принять участие не только в этой гонке, но и сам процесс восстановления тоже потребует очень долгого времени. Сама отметила она также, что это очень тяжелая для меня ситуация, сталкиваясь с ней впервые, когда ты находишься на Олимпе, когда ты находишься на вершине спортивной карьеры, и тут тебе приходится просто опускаться до нуля, до нулевого километра, потому что травма останавливает тебя практически на месте сразу же. Но хочется верить в то, что сумеет она благодаря и команде, и членам своей семьи пережить, да, вот такое разочарование действительно. И чем быстрее восстановится, тем, конечно же, быстрее вернется гонка. Сама также она сообщила о том, что на гонках SAF 7 и SAP 8, где она была также заявлена и также планировалось ее участие, также приостановлено, но при этом сказала Люси о том, что, скорее всего, она будет на этих гонках в качестве кого, пока сама не совсем понимает. Либо же в качестве группы поддержки, либо, как сказала, возможно, буду экспертом на телевидении или комментатором. Вот так вот поделилась такими новостями Чарльз Баркли. Мы же от себя лично желаем ей, конечно, побыстрее восстановиться и пройти вот эту травму, преодолеть и как можно быстрее вернуться к гонкам. Ну и последние новости, наверное, которые касаются также Ironman. В прошлом году, ну и, наверное, я думаю, кто следил за этой гонкой, Кубок Коллинза, наверное, обратил внимание на себя, то, что гонка действительно командная, интересная и очень любопытный формат. Так вот, Кубок Коллинза и ивент этого мероприятия объявил на днях имена капитанов Европы, Америки и сборной мира, и нужно сказать, что состав немножко поменялся, а может быть и немножко, а может быть действительно хорошо поменялся. Так, капитаном сборной Европы будут Наташа Бэдман из Швейцарии, и помогать ей будет немец Норман Штадер. Команду сборной США будет возглавлять Дэйв Скотт и Джулия Мосс. Ну и представители сборной мира будут возглавлять Эрин Бейкер из Новой Зеландии и Александр Крейт из Австралии. Все атлеты, я думаю, что на слуху. Если вы давно следите за мировым айронменом, то, конечно же, прекрасно знаете, кто эти люди. Но я думаю, что для каждой страны вот эти капитаны для своих сборных тоже имеют весомый вес в мире мирового айронмена. Так что с любопытством посмотрим. Сборная Европы, в частности, вообще пообещала, что с тем составом, которых у них будет представлен на Кубке Коллинза, они планируют не просто защитить титул, да, который завоевали год назад, они планируют еще и практически каждый этап постараться забрать и оставить за собой, то есть доминировать на мировой арене. Посмотрим, как им это удастся. Конечно, состав хороший, новые капитаны, так что очень-очень любопытно. Вот такие новости были за неделю. И веселые, и радостные, и хорошие. С нетерпением ждем, конечно же, новых стартов, новых выходных и новых гонок. Все, кто нам смотрел, не забывайте поставить лайк или дизлайк. Ваши комментарии оставляйте, о чем бы вы хотели, чтобы мы рассказали. Но и смотрите нас
постоянно на следующей неделе. До новых встреч, болейте на здоровье.